Открывая совещание, Валерий Бганба сделал не совсем утешительное заявление. Скорее всего, ограничительные меры, принятые с целью недопущения распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции, будут ужесточаться, а сроки карантина продлеваться. Работники Министерства здравоохранения будут обеспечены всеми необходимыми средствами защиты в первую очередь. Уже единственное остается комендантский час, а так, в принципе, мы ввели все, что необходимо. При этом, конечно, мы советовались с врачами министра здравоохранения и главного санитарного врача. И мы, исходя из этого, как раз и принимали те меры закрыть объекты, которые являются, будем говорить, самым серьезным источником заражения. И мы сейчас стараемся максимально отпустить всех работников всех сфер, имеется в виду органов государственного управления, местных органов и так далее, и так далее. Рекомендуем и предприятиям, и организациям любой формы собственности тоже ограничивать количество людей на работе. Я буду подписывать указ о введении ЧС. Частично, в принципе, мы его уже ввели, кроме комендантского часа и закрытия всех границ. Остальные все, будем говорить, статьи чрезвычайной ситуации, они введены. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик предложила еще больше ужесточить меры по защите населения от коронавирусной инфекции. К примеру, владельцам пекарен выпускать хлебобулочные изделия в продажу в специальных вакуумных упаковках, а реализацию производить только в местах производства. Также приостановить деятельность всех частных стоматологических кабинетов и лабораторий. Также Людмила Скорик прокомментировала ситуацию на границе ПСО. Организовано 24-часовое дежурство. Осуществляется оно по всем параметрам. Все россияне, которые не имеют абхазского гражданства и имеют температуру хотя бы 37 градусов, не говоря уже о выше, возвращаются на территорию Российской Федерации. Причем нам, россиянами, предложено всех граждан наших, которые имеют российское гражданство, пролечить на территории Российской Федерации, если у нас будет в этом необходимость. Главный врач Национального онкологического центра Лев Аргун попросил предоставлять информацию о гражданах, выезжающих в Грузию на лечение, чтобы ставить их на учет, так как они находятся в группе риска. За последние 2 дня 6 человек, даже пофамильно я их выписал, которые никогда у нас не были, а лечились в Грузии. И они были уже и до последний раз, когда возник этот вирус в Грузии. Никакой маршрутизации у меня нету. И в коллективе, тоже, они приходят туда абсолютно, без масок, на вопросы отвечают неохотно. И это наши проблемы, куда мы ездим. Это те, которые у нас вообще не стоят на учете. Я не говорю о тех, которые состоят на учете, но для галочки иногда к нам попадают, тоже выезжают туда. И как минимум на сегодня до 20 человек таких. Министр здравоохранения и социального обеспечения Томас Цахнакия рассказал о том, что в случае распространения коронавирусной инфекции в Абхазии больные будут размещаться на базе инфекционного отделения Гудаутской ЦРБ, где есть возможность развернуть более 70 коек. Сегодня и мы установили несколько аппаратов искусственной вентиляции легких, подготовили в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ. Подготовили соответствующие бригады. Гагарская больница активно в этом участвует. И, некоторые сотрудники также городских учреждений, сухумских и республиканской больницы будут прикомандированы туда, на соответствующих условиях, конечно, для того, чтобы обеспечить круглосуточное дежурство на случай поступления этих больных. В каждом районе будут работать бригады скорой помощи, а туберкулезная больница будет резервной. Все учреждения, которые будут задействованы в первую очередь, будут обеспечены гуманитарной помощью. В республиканской больнице будет осуществляться только экстренная хирургическая помощь. Плановые операции будут отменены. Пока в Абхазии не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, специалисты настоятельно рекомендуют не покидать свои дома без особой надобности и соблюдать правила личной гигиены. Нала Ковель, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.